хлебом, солью и танцами в образовательном центре Магаса встречают участников международной конференции. Уже с порога здесь чувствуют ингушское гостеприимство. Участников конференции приглашают на экскурсию самим оценить условия, созданные здесь для детей. Для гостей представлена выставка редких профессий – биоинформатика, веб-садовник и многие другие. Это именно тот профиль, которому учащихся обучают в образовательном центре. Дети своими познаниями приятно удивляют гостей. Представьте, что вы идете по джунглям, и на вашем пути вы видите цветок необыкновенного аромата. Что бы вы сделали? Срубили бы все деревья и построили завод? Или издевались над цветком, стараясь заполучить его аромат? А далее участников ждут на дискуссионной площадке управления качеством образования. Тема, объединившая педагогов из разных уголков страны. Здесь отмечают, что необходимо способствовать полноценному развитию школьников. Это главная задача, которая, несомненно, должна решаться во всех школах. И эта конференция как нельзя лучше подходит для обмена опытом. Конечно, сегодняшний ребенок, который хочет постичь все, углубить свои знания, расширить свой кругозор. По этому принципу должно совершенствоваться управление образования, как и руководителя, и, конечно же, принять самые действенные меры над управлением качества образования. Участники ждут от конференции обмена лучшими практиками, отметить для себя и взять на вооружение все плюсы образовательного процесса в других регионах. Ведь педагоги в каком-то роде и сами должны учиться каждый день чему-то новому. Сегодня мы увидели потрясающий центр, мы увидели, как работает дополнительное образование. И каждый, думаю, из нас подчеркнет что-то новое для себя и привнесет в свои образовательные учреждения. В свою очередь мы постараемся поделиться тем, что получается у нас хорошо. Профессиональный личностный рост учителя, на мой взгляд, является основой повышения качества образования в каждой школе. И мы постараемся передать свой опыт, если он будет кому-то интересен. Люди всегда задаются вопросом, что нам не хватает для того, чтобы качество было выше. Вы знаете, ценность этих конференций в том заключается, что каждая школа, каждое учреждение, которое здесь представлено, имеет очень уникальный самобытный опыт. И познакомиться с ним можно только в стенах школы, только общаясь с практиками. Роль администрации образовательной организации в управлении качеством образования. Такую тему в своем докладе поднимает директор Центра образования, который отмечает, что в новом центре на 1500 мест условия самые современные. Образовательная программа тоже особенная. Гуманитарии, биологи, математики. Детей делят на группы, развивают талант и сильные стороны каждого. И здесь же они будут трудиться над домашним заданием, не говоря уже о целом списке дополнительных кружков. Вокал, шахматы, дзюдо и многое другое. А учащиеся выпускных классов будут изучать навыки самых востребованных рабочих профессий. Также мы отметили в своем докладе про наш проект «Школа в школе». В этом проекте, как я уже ранее говорила, 6 направлений. Это экологическое направление, физкультурно-спортивная школа, школа-мастер, ну и так далее. Особую гордость составляет школа-мастер. То есть в этой школе нами предусмотрено сетевое взаимодействие с другими образовательными организациями. И наши ожидаемые результаты от этой школы – это наш выпускник, выходя из школы, будет иметь не только аттестат о среднем общем образовании, но и диплом об освоении рабочей профессии. Начальник управления Рособороннадзора Евгений Семченко отмечает, переоценить всю пользу и значимость таких встреч невозможно. Коллеги из 15 разных регионов в ближайшие несколько дней будут делиться своим опытом работы со школьниками. Мы постарались ее организовать таким образом, чтобы был определенный прицел в будущее и нацеленность именно на решение не только текущих, но и будущих проблем. Одна из тем – это аттестация педагогов. Другая тема – управление качеством образования. Роль директора в развитии не только школы, а вообще образовательной системы региона. И ряд других тем, безусловно, очень актуальных, важных и перспективных. Для Ингушетии большая честь принимать в этом году у себя участников конференции, ведь она впервые проходит на территории СКФО, отметил и министр образования региона. Хотим обсудить вопросы, каким образом
повысить внутришкольный контроль качества образования. Внутришкольный контроль качества образования и в первую очередь качество преподавания. То есть директора лучших школ Москвы, Московской области, Петербурга, Петербургской области, многих субъектов Российской Федерации нам расскажут о своем опыте, мы поделимся своими наработками. Я думаю, это все, что будет говориться, все, что мы сегодня услышим от наших гостей, эти предстоящие 3 дня, нам будет весьма и весьма полезно, и мы это в дальнейшем будем применять в работе нашего министерства и системы образования в целом. Конференция продлится 3 дня, в рамках которой для участников подготовлена насыщенная программа, в том числе экскурсия по республике, концерт с участием творческих коллективов и многое другое. Светлана Томова, Рамзан Мержоев, Новости 24.